Завидев камеру из окон, завсегдатаи заброшенной больницы спешат покинуть здание. Зайти сюда, кстати, проще простого, даже не через выбитые окна, а в открытую дверь. Место явно популярное, внутри встречаем еще пару подростков. С крыши там не упадете ли вы и все такое? Не лазим, нам это не интересно. Зато у тех, кто помладше, это, судя по жалобам в соцсетях, любимое развлечение. А пока они с любопытством ждут нас внизу. Каждый уголок заброшенной пятиэтажки они уже выучили. В пустом огромном здании для детей раздолье. Вопрос, насколько это безопасно. Что тут еще интересного? К выходу на крышу по проторенной дорожке через темный чердак. Наверх мы отправились уже одни. Кстати, по соседней крыше уже жилого дома дети бегают с не меньшим азартом. Было бы желание, доступ найдут. Возможно, очевидцы детских развлечений беспокоились бы меньше, если бы в заброшенном здании уже не произошла трагедия. В марте этого года мужчина, пытавшийся разобрать лифт на металлолом, сорвался в шахту. От полученных травм он скончался. Здание заброшено с 2015 года. Здесь был клинико-диагностический центр. Он переехал в новый корпус на Лукина. Пятиэтажка сегодня принадлежит некоему центру подтверждения качества продукции и услуг. Очень больно смотреть на это здание, которое разбивается и разносится по кусочкам. Обидно то, что родители не следят, чем их дети занимаются. Там уже все брошено, все. Там и пожар был. Просто кошмар. Стекла бьют, кидают. Нас окна прямо напротив, все слышно невозможно. Я уж их тут и шугаю, и всяко. А другие соседи просто милицию вызывают. Но полиции подростков напугаешь разве что на один вечер. Не помогают и обращения в администрацию и мэрию. Здание не муниципальное. Как рассказали в прокуратуре района, собственник признан банкротом и деятельность не ведет. Суд постановил принять меры по сохранению здания, но судебное решение не выполнено. И мы, судебные приставы, неоднократно выходили по месту нахождения юридического лица, то есть предпринимались попытки вызвать директора юридического лица. Общество по фактическому месту нахождения, по юридическому адресу, оно не располагается. По словам прокурора, акционер объекта Росимущество. Теперь вопросы к ним тоже. Но есть вопросы и к родителям. У меня там многие друзья лазят. А ты почему не лазишь? Потому что я считаю, что это неправильно. Мы его сами туда сводили, показали. Что вот так-то, так-то. Интересно? Нет, не интересно. Хочешь здесь находиться? Нет, не хочу. И раз собственника здания ответ не удалось получить даже суду и прокуратуре, значит, ответственность за жизнь этих детей полностью на родителях. Лина Зинатульна, Андрей Сантальцев, Игорь Романов, ТНВ Казань.